Итак, мы проехали 30 километров от Красноярска в сторону Кемерово. Дорога стала двухполосной. Заправили полные баки, разменяли деньги. Ярослав купил смазку на выезде. И тут мы встретили двух мотоциклистов, тоже туристы, едут в нашем направлении. Сейчас вы их, наверное, увидите здесь. Очень плотный трафик. Кто-то из них один. Не местный, да? Судя по номерам. Китаец, что ли? Сзади какие-то куколки у него. Вот. Прикольно очень. Номера желтые, я вижу там иероглифы какие-то. Гусь. У нас стала традицией, когда заправляемся, заодно выпить кофе на станциях. Да. У мира вообще сочетание кофе и мороженого. Вообще впервые такое сочетание вижу. Вот. Погода замечательная, где-то 20 градусов тепла. Мы в Ачинске. Осталось ехать до Новосибирска. Ой, до Кемерово. Около 370 километров. Вот, настроение боевое. Заправка Роснефть. Уже полюбилась нами Газпром, Роснефть. Это не реклама. Тут хорошее кофе. Вот. Всегда хорошая обстановка. Что скажешь? Странная у них система полного бака. Кстати, да, вот это очень интересная вещь. Ты подъезжаешь, говоришь полный бак, а они у тебя обязательно берут депозит. И как? Вроде бы у нас тоже так делают в Казахстане, но если ты платишь картой, они с карты сразу снимают, там ставят в резерв, допустим, 1000 рублей. Потом, как ты заправился, скажем, на 800, они возвращают тебе 200 рублей назад на карту. В общем, не знаю, мне лично некомфортно работать по такой системе. Всякое бывает там у посредников там и так далее. Вдруг эти 200 рублей где-нибудь затеряются. Или это просто мы такие недоверчивые, не знаю. Или они такие недоверчивые, что делают таким образом. От Кемерово 150 километров. Обедаем в придорожном кафе Старая Мариинская. Вообще должен сказать, что я конкретно подсел на чисто русскую кухню. Борщ. До этого чисто солянки ели. Вчера бефстроганов был, вот что пальчики оближешь. Мир взял поджарка какая-то, пюре. У меня рыба в кляре. Сейчас блины ждем, блины со сгущенкой ем. Какие здесь блины? Классная такая кафешка. Сериалы, русские сериалы. Там про измены, про определение отцовства, про рэкет и все такое вообще. Все как я себе представлял. Бах-бах. Покажем, да, нашим зрителям? Поешь, скажи. В России знают толк в едах. Реально. Я по ним буду скучать. Ну что ж, мы в шахтерской столице Кемерово, Кузбасс. Заехали в город. Здесь дождь. И только остановились, пацаны к нам подходят и оказывают непосильную помощь. Сейчас договариваемся насчет ночлега в байкхаусе. Я думаю, нормально там заночуем и завтра поедем. Продолжим наш путь. Всем привет. Ну, погода, конечно, не очень радует, но пацаны говорят, до этого прям солнечно было. Так что до связи позже. Мы гуляем в Кемерово. Только что поужинали в ресторане «Волна». Офигенно. Я прям, не знаю, мне очень так понравилась свинина. Обычно я свинину не ем, но здесь она прям была очень вкусная. Ты что ел? А я курицу ел. Смотри, какая классная рябина. Курицу ел. Рябина обалденная. Вау. Сибирь. Время сейчас где-то 7:30, поэтому особо много не увидишь.
Сейчас прогуляемся по центру. Завтра выезжаем в сторону Павлодара. У! Ну что ж, начинается 20-й день. Мы выезжаем из Кемерово. Погода пасмурная. Очень хорошо позавтракали. Снова в этом Travelers. Объелись прям вообще. Там блинчики были. Каша, сырники. Уф. Ну как, Мирослав, ты думаешь, сегодня мы доедем до Казахстана? Сегодня навряд ли. Сколько километров? Больше 800. Да, больше 800. Мы столько никогда не проезжали, тем более впереди будет дорога не совсем понятная. Там карта рисует какие-то второстепенные улицы. Вот. А рекорд у нас был вроде бы позавчера, когда мы приехали с Куйтуна в Красноярск. 760, что ли, что-то такое было. Или 730. Мы даже подумывали, может быть, стоило подать заявку на железную задницу. Потому что я думаю, что мы бы прошли бы ее. Там вроде бы сутки дается на это. 1000 километров за сутки — это вообще фигня. Но я могу ошибаться. Сейчас приводим в порядок мотоциклы. Протираем вилочку. У Мирослава правое перо течет. У меня кажется, да, у меня тоже правое перо. Очень славный город. К сожалению, не было возможности сходить по музеям, изучить какие-то культурные достопримечательности, поэтому просто едем дальше. Поехали. Ну что ж, ребятишки, вот вам немного Кемерово. 9 утра, вторник. Люди идут на работу. Город накануне празднования праздника Дня шахтеров, который будет проходить 24-25 августа. К этому идут сейчас в городе приготовления. Я зашел в интернет, посмотрел программу. Очень много будет народного творчества, велогонка, концерты и так далее. Приятный город, мне нравится. Не такой большой, как Иркутск, там, Новосибирск или Красноярск. Очень компактно. Центр такой красивый, зеленый. Очень много аллей, парков, цветы вокруг, зелени, счастливые лица людей. Ну, по крайней мере, мне попадались только такие. Несмотря на это пасмурное, холодное утро. Кстати говоря, если говорить о погоде, то сейчас 17 градусов. Выезжаем из города, направляемся на заправку, полный бак и двигаем. Настал тот самый момент, когда нужно подтянуть цепь. Цепь моя, он как отвисла. Я уверен, что если измерить линейкой, то здесь будет больше, чем 4,5 сантиметра. Так что... Нет, мерить нужно так, согласно мануалу. Да. На центральной. Сейчас будем откручивать и затягивать. Настройка. А то я когда еду в городе особенно, я прям чувствую, как она лязгает при переключениях. Вновь вещает с дорог. Да, мы только что проехали Новосибирск. К сожалению, транзитные дороги сквозь Новосибирск проходят все именно через город. Поэтому мы где-то час, если не больше, промудохались по самому городу. Там пробки, там вообще ужас. Вот сейчас мы уже на Павлодар, на трассе за Новосибирском. Сейчас будем заправляться. Мы решили перекусить. Самый стандартный набор. Первое, второе, десерт, чай, кофе. Обычное придорожное кафе. Как у тебя эмоции, ощущения? Ну теперь все наладилось. Можно без цензуры. Так, ну мы сегодня едем, покуда сможем доехать. До границы с Казахстаном еще очень много. Мы сегодня точно не доедем. Поэтому мы решили проехать еще 100 километров с этого места до поселка Красноозерск. Там будем ночевать. Дорога это уже, конечно, не федеральная, поэтому местами бывают неровности,
ямы, точки, гармошка и все такое. Поэтому едем не спеша, 100, 110, и машин здесь гораздо меньше. Вот. А на такой скорости тупо засыпаешь. В принципе, я особо не парюсь. Поставил свои любимые подкасты и слушаю. Уф. Долго едем уже. Дорога, как я уже говорил, не очень. Очень притомились мы. Время 5 часов. До Красноозерска еще ехать. Решили остановиться, сделать паузу и попить кофе. Уже не до эстетизма здесь. Эстетство. Поэтому сидим рядом с мусоркой. Какое-то село непонятно. Тут менты вон ездят туда-сюда. Тут автомойка, запчасти, шиномонтаж, заброшенное здание какое-то. Вот. Короче, устали мы. Можно было бы сейчас где-нибудь поблизости остановиться, но решили, что пока светло, лучше ехать. Красноозерск, 21 августа. Хостел придорожный, называется «Дорожная гостиница». Завтра. Пробуем чокупай впервые с таким вкусом апельсиновым. Легендарный чокупай, впервые вижу с таким вкусом. Вчера у нас был экшен. Сейчас я вам его покажу. В общем, преступление и наказание. Сейчас проедем через Карасук, там заплатим наш штраф, ну и на границу. До границы 136 километров. Спали, ну как вам сказать, в хостеле замков нет, поэтому лучше покажу. Там наша дверь. Вот они, 4 кровати двухъярусные. Нам повезло, что к нам никого не подселили за ночь. Был собачий холод, одеяло нам не дали, только ту тонкую простыню, чтобы ей укрываться. В общем, было очень непросто спать. Ну как, все нормально? У него все ништяк. Как обычно, утренняя рутина перед самым стартом. Хотел бы здесь сказать, что Мирослав всегда долго копошится с упаковкой мягких багажей. Пока он туда пакеты все сложит. Пакет, внутри пакета еще пакет. Пакетик, пакетище. Одни пакеты. Папа пакет, мама пакет. Дети пакет. Здесь у него пакет. Каждый раз он копошится. Мне в этом плане повезло больше. Я просто вытаскиваю сумку, вытащил сумку и все. Вот. А у него пакет. Ну ладно, что не сделаешь ради друга. Потерпишь. Взял свой чехол, мне загрузил. Какой чехол? Так ты им пользуешься. Вот неблагодарная тварь. Он пользуется моим чехлом. Закрывает свои сумки, которые мокнут, кстати, под дождем. Еще что-то жалуется. У меня хорошо, ящик убрал, закрыл на замочек, сумочку вытащил и забыл. Единственное. Варить не надо. Чего не надо? Варить Что варить? сваркой. Ну да. Кстати, вот это вот, да, большой у него плюс в том, что они, порвется там, раз заштопал и все. А у меня, помните, у Скоманской это раз вот здесь вот лопнуло, мы заварили. Еще один большой недостаток, наверное, вы все знаете, это когда падаешь, эти ящики, во-первых, могут поломаться, но и самое страшное, они могут еще и придавить ногу или еще какие-то части тела. Вот в этом их очень большой недостаток.
Вот. Но это лишь стимул учиться ездить и уметь хорошо ездить, чтобы не падать. И беречь ноги. Некоторые даже говорят, что когда у тебя железные ящики и ты на тяжелом мотоцикле, ни за что, никогда не ставь ногу на землю. Вот так вот. Потому что когда ты вот просто так вот приставил ее немного, раз там поймал, и когда ты едешь, поворачиваешь где-нибудь, то твоя левая или правая нога может оказаться под ящиком. Ящик ее просто раз закрутит, замолит, и все, и ты только из-за того, что нога застряла, упадешь. Вот такие вот есть нюансы.